репрессированных народов, людей, которые пережили депортацию, было делом чести восстановить справедливость и во что бы то ни стало доказать, что мы не преступники, и принимать такие решения в отношении целых народов – подлость и беззаконие. Ингуши никогда не падали духом и шли к своей цели. Они были убеждены, все будет по-другому, и дождались. Со дня принятия Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов прошло 29 лет. В 1991 году его подписал первый президент России Борис Ельцин. Могут быть неправы руководители и их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит, реабилитирован репрессивный ингушский народ. Важное историческое значение закона состоит в том, что он осудил репрессивную политику, практиковавшуюся на государственном уровне по отношению к целым народам. Его принятие стало важным политическим шагом, положившим начало восстановления исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. Но нашлись и те, кто поддерживал решение Сталина. Даже из уст государственных деятелей Компартии Советского Союза не раззвучало, что нас не реабилитировали, а помиловали. Более того, некоторые политологи оправдывали депортации целых народов. Попытка и действия нашего народа, общественного движения, политического, всего народа в целом, скажем, действия в защиту своих прав, восстановление своих попранных прав 1944 года продолжались буквально сразу, начались, то есть буквально сразу после смерти Сталина в 1954 году. Тогда впервые ингушские писатели, интеллигенция ингушская, и не только интеллигенция, обратилась с письмом в Москву, писала многократно, и в том числе и Джабали Картоев, Идрис Позоркин, Хаджбек Муталиев, Джамалдин Яндиев. Сам исторический документ принимался усилиями видных ингушских деятелей, среди которых Бимбулат Богатырев, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Бесултан Сайнароев и Хамзат Фаргиев. Большой вклад здесь внесли и выдающиеся личности страны. Это патриарх Московский и всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, космонавты, писатели и общественные деятели. А решающую роль в создании республики сыграл человек из народа, настоящий патриот. Позже Муса Дарсигов встретился с Михаилом Горбачевым. У них состоялся очень важный разговор, на котором депутат попытался убедить Горбачева в том, что этот документ необходим репрессированным народам. Я уйду, я не хочу, я с вами больше беседовать, грубо я радуюсь. Ах, я говори, вот это я раз мужской разговор. Ну, Сергеевич, я раз, да, я не пришел, я раз, Аллаху хагин, я пришел за весь народ. Нас обзывают, я раз, бандиты, нам генералу нету, полковник бахти, я раз, генерал бахти, я раз, это класс я хочу. Даже я раз, Советский Союз, Москва будет доверие. Цад доверия после, я раз, КГБ вдохнусь, я раз был. Я принимал участие, когда мы пошли к Лихачеву, академику, который также написал свое обращение Верховному Совету, что надо принять этот закон. И вот от космонавтов, от религиозных деятелей, и мы все-таки сумели убедить, что этот закон надо принимать. И он был принят. Он был принят без единого возражения.
Закон о реабилитации репрессированных народов положил начало созданию ингушской государственности. Безусловно, этот документ изменил многое. Не стереть обычаи, традиции и заветы предков. Ингушетия стала полноправным субъектом Российской Федерации. Страницы прошлого всегда будут в памяти. Важно, не забывая то, что было пережито, смотреть в светлое будущее, воспитывать новое поколение и развиваться во всех направлениях. Тамара Хшагуль, Говорина Цчоева, Новости 24.